Look, Judy did me now. Жарко не чуть, да, Judy did. Жон with покорли, да? Тупляшан, тупляшан, цены. Малышка в тенек спряталась. Сегодня у нас очень жарко. 29 показывает. Безветренно. Погода безветренная. Это в тени 29. А на солнце, наверное, все 38 может. Очень жарко. Печет. Малышка вон здесь в кустах спряталась. Под помидорами. Малышка. Малыш шукит. Красавец такой он у нас. Обожаю его. О, как лежит. Здесь, наверное, земля попрохладнее. Вот. Влажная еще земля. И кувыркается потом здесь. Да, малышка? Помидорчики зеленоватые еще вон. Зеленые есть, но... О, что-то уже здесь, наверное, фитофтора, что ли. Коричневые. Малышка по кустам ходит. Вот она какая у нас. Да, малыш? Ой, какие хорошо. И так она потом вертится. Трется об землю. Да, малыш? Шук. Шук. Вон куда разлегся. Это у меня здесь георгины. Еще не цветут. Да? Раз, два, три, четыре, пять. Да, пока еще не цветут георгины. У нас, друзья, сегодня рыба. Смотрите, рыба такая, плотва, сорожка, нормальных размеров. И вон черника. У нас жарко на улице, очень солнечно. Вообще там на улице даже практически находиться нельзя. Там в тени 30 градусов мы не привыкшие к этой жаре. Черника поспела, но еще вот граблями, ну вот эти на берушку еще собирать невозможно руками. Вот смотрите, какая красота. Черника поспела. И рыбка такая. Ну, вот таких размеров сорожка. Это уже не маленькая сорожка, смотрите. Такая. Сейчас это мы по-деревенски, по-простому пожарим, как обычно Маша жарит вкусно рыбу. Без всяких этих крутых наворотов. Давай просто пожарим. И еще там черника с молоком, и еще на огороде поспела клубника. Ну, у нас маленькие, очень маленькие грядка, только угощаться понемножку. Сейчас Машенька будет жарить рыбу, немножко, ну, просто обычно там масло, сковородка, рыба, вода, сливочное масло и все. Так, каждую рыбу вот так просаливаем, не в пакете и не трясем, а каждую рыбу, ну, немножко там просаливаем. Внутри, снаружи. Вот. Обычный деревенский способ.
и укладываем в сковородку. Но масло почему-то еще не шкварчит. Обычно тут уже масло должно зашкварчать. Такой в рядок. Нам одной сковородкой более чем достаточно будет угоститься. Рыба свежая и совершенно другой вкус у свежей рыбы. Остальное, к сожалению, придется заморозить. Заморозить. Но, как говорится, на следующий день тоже будем кушать. Но уже будет совершенно другой вкус. Конечно же, будет уже не вкус свежей рыбы. Смотрите как. Маша уложила. И еще раз, еще там поплотнее, да? Потому что рыба вкусная. Да. Рыба не на удочку и голову оставляем. Если на удочку, когда ловим, например, на наживку, там, на червя или на опарыша, мы голову никогда не кладем в сковородку. А когда именно вот вершой или сетями, то обязательно голова идет тоже. Конечно, после того, как пожарили, она пойдет котам. Но они кушают с удовольствием. Да, они кушают с удовольствием потом. Вот так. В принципе, сковородка готова, да? Да. Жарко, ладко. А у вас только рыбу осталось, это придется, Маша. Тоже много еще осталось Да. на полную. Или котлеты, или заморозки. Котлеты не хочу. Не хочешь котлеты, да? Хочу рыбу свежую. Хочу рыбу, да. Ну, сегодня вон, Рыбу. сегодня полная сковородка будет. Ну, давай угостим наших красавцев. Вон. Кто спустился? Барсик. Сейчас я покажу, как Барсик будет кушать рыбу. Маленькую, самую маленькую. Подбери. Уже. Сейчас. Малышка-то рыжик наш пошел на охоту, а вот Барсик уже такой пенсионер, старенький уже, и ему достается рыба свежая, с удовольствием кушает. С удовольствием. Вкусно, Барсик? Конечно же вкусно. Пока рыба у нас жарится, Маша уже, ну, жарко, и у нас что, черника, как уже показывали, чищенная уже. За чернику скажем кому? Мне, Иване, спасибо. За рыбу кому? Валентину Ивановичу спасибо. Так, и туда еще клубника пойдет у нас. У нас клубника, маленькая грядка, в этом году все убрали мы, оставили там чуть-чуть, пару кустиков, наверное, есть. Вот. И вот клубника с черникой и с молоком. Нравится тебе, Мария? Конечно, кому это не нравится. Очень Кому? вкусно. Да, это настоящая деревенская еда. Натурпродукт. Все натуральное. Клубника своя, черника с леса, рыба. Сегодня жарко. И Рыба с озера. вот супы такие. Ничего не хочется. Надо что-нибудь какое-нибудь легкое. Вот. И, например, я сегодня с утра вообще салат кушала только. Сейчас вот тоже будем кушать чернику с клубникой. Ну, рыбка. Рыбка это как деликатес. Свежинка. Ну, свежинка, очень вкусно. Свежая рыба, она всегда Это- вкусная. А потом идет Маша купаться. И покажет нашу речку, как она выглядит. Да, надо бы искупаться, потому что потом, может, эта жара спадет. Может, больше такой жары и не будет. Вот. Но сегодня вообще жара. Невозможно. Просто вот стоять, чтобы на улице, прямо печет. Наконец-то лето. Дождались лета. Красота, друзья. Прошло, друзья, 15 минут. Рыбка, она очень быстро готовится. Мясо уже нежнейшее. Ну, что там, сорожка-то она такая есть. И мы кладем сливочное масло. Этим сливочным маслом эта рыба пропитается, даст сок, жижку такую даст, чтобы тукать, видите, там уже она есть. И еще немножко такая вкусная
небольшая корочка будет. Привкус рыбы сливочный. Видите, еще распределила Маша. И все четко. Казалось бы, простая рыба, но это будет очень вкусно. Это не 3000 раз перемерзший путасу или минтай. Да ведь? Так ведь? Да. Да. Маша смотрит там как, ну, чтобы не подгорело, а немножко зарумянило. Все, ждем готовности. Потом Выяснить холостяк экспресс. да, вот еще Маша говорит, что масло, чтобы вот в эти промежутки еще, чтобы растеклось аккуратненько. Это самая вкусная часть. Видите, фишка такая. Каждую рыбину немножко приподнять. А я этого не знал, секрета, Маша, твоего. То-то же, я думаю, рыба такая вкусная у Маши всегда. Ага. Ну что, друзья, вот такая вкуснятка деревенская. Черника, клубника и молоко. И замечательная Маша. И рыбку сейчас положим. И пообедаем. Где у нас там сорожка наша? Ух, смотрите. Смотрите, как там. Это самая вещь. Вкусная, друзья. Это десерт. Это еда. Немножко поснимаю, как Маша мукбанг делает. А, рыбка такая. Поближе, да. Видите, чуть-чуть зарумянилась, ничего не пригорело. Это самый смак такой рыбы. Поджаристая чуть-чуть. Вкусно, да? Соль нормальная, да? Вообще четко. Маша наслаждается этой рыбой. Я представляю, как она вкусная. Я, друзья, тоже буду уже за кадром кушать, конечно, но я уже это не буду снимать, потому что, знаете, как я неуклюже своими крюками ем рыбу. Очень неуклюже, и это вообще выглядит так. Ну, перевожу. Вкусно, Маслом. с маслом, рыба и ческид. Вот. Простой способ. Никаких премудростей сюда не надо. Сейчас еще попробую клубнику с черникой. Такой мукбанг у Маши получился. Освежает. Холодное молоко. Клубника и черника тоже холодные из холодильника. Но прежде чем покушать, в холодильнике подержали. Все вот эти три участника, так сказать, трапезы деревенской, все свежее и все сегодняшнее. Рыба утренняя, черника 5 часов утра, рыба где-то 4 часа утра, а клубника, наверное, часов 10 собрали, да? Часов 10, наверное, это уже днем. Жарко-то и очень уже, все, невозможно уже находиться на улице. Вот, все. Друзья, у меня вот тарелка-то пустая. Сейчас я приступлю. Сейчас покажу свою рыбку. Видите как? Подрумянилась? Вкусно будет. Буду догонять Машу. О, жишка. Тюк-тюк-тюк-тюк-тюк. Маслице. Тюк-тюк-тюк. Полный рот слюней у меня, друзья. Да, вкусно. Я пришла к речке. Здесь дети купаются, там вдалеке. Дети купаются. Я тоже пришла сполоснуться. Сегодня очень жарко.
Вода, конечно, как заходишь сначала немножко холодная, кажется, а потом привыкаешь. Безветренно. Погода безветренная сегодня. Вообще погода прелесть. Oh shit. Понятно. Oh shit. Я искупалась, а теперь пойду домой. Вода теплая была, когда купалась, когда, конечно, заходишь холодно, а потом привыкаешь. И даже очень вода становится теплой. Вот и я в кадре появился под конец видео. Хоть поздороваюсь с вами живую. Вышел у нас, но действительно сейчас уже ничего не скажешь. Лето. 30 в тени. И как, я не знаю кто, попрятались мы по домам. Маша-то хоть сходила там покупаться на речку, что и я вообще дома сижу. Потому что сгорел во время Звени косы праздника, сгорел и вот 3 дня лечился кремами, мазями всякими. И то еще как бы еще болит. Шея болит очень, сгорела. Ну, вообще, лицо сгорело, более-менее так. Нос большой тоже сгорел. Вот. Ну, а все равно без как бы лета и без природы это же не то. Вот под вечер, когда уже солнышко уже практически нету, на горизонте солнышко, вообще такая свежесть чувствуется под вечер, да? От деревьев, от огорода идет такая прохлада приятная. Вышел и прямо дома душно, уже за день дом нагрелся тоже, хотя по утрам дома, когда занавески закрываем, прохладно. Ну, а сейчас вот под вечером он и внутри дома тоже все нагрелось, жарко. А здесь очень даже уютно. И хоть немножко вам, вот утром Маша поснимала, там она клубнику что-то. Клубника есть, появилась, конечно, в самое последнее время, но, как уже говорил, что участок мы урезали, и, ну, немножко там на свежее только покушать. Никаких варений уже из клубники в этом году варить, конечно, не будем, только будем свежими кушать. Немножко сейчас покажу, что у нас подросло за эти 2 дня. 2 дня тепла, то есть, вернее, да, 2 дня тепла было. Вот. Лето, ну, хорошее лето, если так будет продолжаться, потому что позавчера, наверное, вот новолуние было, и новолуние было в хорошую погоду. Скорее всего, будет месяц такой, ну, примета такая. Вот так, друзья.
сижу, наслаждаюсь. Сзади меня вид такого огорода. Не знаю, там видно или нет. Может быть, не видно. Кто-то там триммером сено косит, собака лает. Не мычат коровы, не блеют овцы, не кричат петухи. Это плохо. Вот я выхожу, надеясь услышать, как мычит теленок там или мычит корова, как блеют овцы или там птица поет. Ну а нынешняя деревня, к сожалению, все больше безмолвно. Соседи там чем-то занимаются. Ну, давайте пройдемся по городу, немножко вкратце покажу, что зацвело, что там, что есть. Ну, в принципе, особенно изменений нет, но все же, как по традиции всегда пройдусь. И может быть однообразно, но сейчас вот насчет выпечки и насчет приготовлений вообще ни в коем разе даже не думаем об этом, потому что если сейчас еще и дома духовку включить, это будет кошмар. Вот. Надо вот под вечер так выйти, да, можно шашлычок приготовить. И то боязно. Сухо очень. Казанчик там можно разогреть, еще что-то. Но тоже сухо и тоже боязно немножко. Вот. Маша где-то должна выйти, там тоже огород поливать, еще не поливала этот вечерний полив. Собак уже накормила, там котов накормила, собак накормила, а вот вечернего полива еще не делала. Первым делом, друзья, покажу картошку. Картошка начинает цвести. О, смотрите. Все уже зацветает. Эта картошка, я не знаю, мы вот ущеломским сортом зовем. Аврора чай, не знаю, какой-то гибрид, что ли. Вот она таким фиолетом цветет. Хорошая картошка. Нам понравилось, мы привыкли к ней. Сначала долго не привыкали после идеала, да? А сейчас уже привыкли и довольно-таки даже нам нравится. Весь участок уже начинает цвести. Практически весь. Все зелено, ботва такая нормальная, хоть и холодная погода была. Нормально. А там вот поле где-то, где идеал, сейчас покажу, еще подъеду. Вот и Маша пришла поливать. Тут за день вода нагрелась, что нужно теплой водой поливать, она из бочки, лейкой поливает. А остальное уже прямо из шланга будет поливать. А именно что горячей водой, ой, теплой водой надо поливать, Маша? Именно теплой водой что надо поливать? А, кабачки, Маша, теплой водой, остальное все поливает. А остальное все прямо из шланга, да? Кабачки, помидоры поливаю. А, кабачки, да, помидоры теплой водой. Ну. Да. А потом остальное все. Из шланга сразу, да? Цветы еще теплой водой. Ну и цветы, говорит, еще теплой водой. Ну и само собой там теплица, но теплицу лучше туда заходить не буду. Вот грибу по полной, если я там туда зайду. Ну, как уже сказала Маша, помидоры тоже теплой водой из лейки. Тоже тут небольшие кустики. Помидоры, вот Маша утром, наверное, показала вам, что-то, говорит, уже черные точки начинают появляться, я не знаю. Это фитофтора, наверное, черные точки, нет? Болезнь какая-то? Хотя снизу все, вот видите, продувается все. Все нормально там. Насчет этого нигде привязи есть. Да, воздух он снизу все это самое. Плоды есть тоже. Ждем, когда покраснеет, конечно. А? Ну-ка покажи плод сам. Вот такая точка, друзья, кто знает, может это заболевание какое-то у
этого. Такой большой плод. Сейчас второй, да? Ну-ка, да? И все помидоры, говорит, вот такие с точкой. Беда с помидорами. О, Маша, это какая-то болезнь. Сейчас зрители нам ответят насчет помидор. С помидорами беда, да. Ну вот, друзья, вопрос к вам, нашим подписчикам. Наши подписчики всегда советы дают. Что за эти точки появились? Не знаем. Ну, такая как бы ранка была, и она зажила. Ну, как бы вот болячка, она зажила все. И на многих помидорах, плодах таких. Вот, ждем от вас такого ответа, знающие люди. Так, круто там клубника. Вот чего и только такая маленькая грядка у нас клубники. Вот эта картошка идеал. Вот как раз шмель опыляет ее. Она белым цветет. Белым цветет. Это идеал. Тоже потому что родители любят этот сорт. Ну, они привыкли к этому сорту уже. С 80-х годов, наверное, вот эта картошка у нас была. До лет, наверное, 3 года назад примерно полностью почти убрали. Ну, осталось там небольшие грядки. Мы уже совершенно не кушаем. Этот идеал. Вкусная, но нам более понравилась вот эта, которая фиолетовые цветы, как с картошкой. Я не знаю, какой там сорт, не могу сказать. А здесь, как уже показывал много раз, 1000 раз, растет потихоньку лук, морковка, догоняет. Морковка второй раз садили, первый раз-то не зашла, да, догоняет, спешит, лето пройдет. Свекла там, укроп шикарный. Вот. Кукуруза, ну, наверное, хана кукурузы. Так-то она живая, все. Но, думаю, не созреет, не успеет созреть. Я не знаю, что должно случиться, какое лето совсем, чтобы она успела дать плоды. Начало лета очень плохое было. Вот она пытается тоже быстрее, но что так она теплолюбивая, и начало лета сильно подвело ее. Хотя старается впитывать в себе солнышко, тепло и расти, и хоть там чем-то нас угостить. Тоже удивительная штука эта жизнь, если вот пофилософствовать, да? А вон бархатцы какие. Они будут снег еще, они будут еще краше на снегу. Я тоже вот удивляюсь этим цветам бархатцам. Как же они такие выносливые вообще. Вот будет снег, все будет убрано, картошка и все остальное, а эти бархатцы будут цвести. И такой куст будет здоровый, надеюсь. И вот смотри, будет холодно уже, а они будут еще цвести. Ой, хочется, конечно, кукурузы покушать своей. Ну вот, в принципе, там небольшой обзорик такого огорода. Тут это уже у Раисы Ивановны, у сестры моей начинается. Еще это тоже редкая морковь. Морковь вообще тоже подвела, там лучок, там укроп, свекла. Еще такое. Ух, солнышко как красиво. Рассвет только наоборот. Закат. Ну, заката. Белые ночи, правда, уже не такие были, уже все. Ну, август уже на носу. Маша все еще таскает куда-то теплую воду. Куда уже? Куда уже, Мария? Тыква. Тыква тоже слабо растет там вообще. Не успеет, наверное. Поговорю еще с сумкой. Она сейчас более-менее спокойная. Жарко, у него еда для воробьев. Ждешь воробьев? Да? Ночью уже они не придут к тебе.
Они придут завтра утром тебе рано. Умка, красотулька. Умка. Ты умеешь разговаривать, нет? Ава-ва-ва. Ава-ва-ва. Да? Скажи. Еще не хватало с тобой разговаривать. А это там сзади лает. Тоже жарко, умочки. Ничего. Это какие цветы, Маша? Гвоздика. А, гвоздика такая красивая. Лилия, то, что стали покинули. А, лилии еще Да. не зацвели. Только еще. Лилии еще вон. Вот эта лилия не зацвела, а он уже пытается уже зацвести, да? Хочет уже, вон такой бутон образовался. Это лилия, там Ага. лилия, там лилия, там Мгм. лилия. То, эти оранжевые цветики. Там эти горные ляпки. Ну, сейчас зацветет это все и красиво, красивенько будет, еще красивенько будет. А там петуньи или что? Да. А вот петуньи возле самого дома. Маша посадила петуньи. Такие белые и розовые петуньи. Все вот тепло любят. Все зацвели быстренько. Уже появилась мошкара, да, Маша? Мошка уже вышла. И тоже днем зной, вечером мошка и комары. Ну, комары не так сильно, вот мошка, она ничего не боится, никаких мазей. Помогает только от мошки ванилин с этим, с детским кремом. Когда смешиваешь, вот совет даю вам, пользуйтесь. Ни один человек, Иван, подсказал эту идею и всегда пользуются наши девушки. Ну и я тоже. Все, наша полезла. А, кусаются? Красивые ноги у тебя покусают. Жарко почти 17. Маша говорит, что одетой надо выйти. Жарко. Будем заканчивать этот ролик. Нас уже кусают. Говорят, заходите домой. Мы с Тамарой ходим по рай. Заходите, потому что, да, действительно вышла мошка, уже и кусается. Маша дела все закончила с поливом, а днем практически работы тоже, ну, невозможно что-либо нормально делать. Вот такие мы слабенькие на жару. В морозы работаем, выдерживаем, а на жару очень даже и не ахти, слабые. Вот так. Что, сидим дома целыми днями, рано утром что-то и ленимся вставать, рано утром можно так-то в лес ходить, давай. Я завтра собираюсь за вениками. Вот Маша говорит, надо там, сколько еще пар нам надо? 6. 5. 6-5 пар надо еще для того, чтобы на зиму хватило ну, париться в бане веники. Маша говорит, завтра утром 5 часов утра поеду. Вот. Грозу обещали. Может, дождь грозой завтра будет, а пока с утра прохладненько. Ну, солнце пока еще не высоко. Надо бы сходить за вениками. Уже с утра пораньше в 6 часов поехать за вениками. Вот, а потом, может, дождь грозой будет. Ну, Маша хоть сегодня искупалась. Хорошо тебе было, да? Да. Искупалась, довольная пришла. Ну, Вот. Второй день такая жара, вот и это. Люди купаются. Вот. Но я вечером сходила уже. Вода теплее. Я вот без купания приходится как-то жить так. Ну и вопрос был задан нашим друзьям, подписчикам, зрителям канала, что же все-таки происходит с нашими помидорами, ну, с томатами. Может, подскажете, что делать и чем, может, чем-то опрыскивать надо или еще что-то. Вот такие точки. Сейчас поближе еще, ну, покажем. Вот такие точки, да. Всегда будем рады принять от вас совет. Дельный совет. Так, правильный. Ну, а на этом все.
Мы зайдем сегодня, у нас еще рыбка осталась на сковороде. Эту рыбку, это самое, покушаем еще, и черники еще покушаем. Я чернику с сахаром люблю, песочек туда и с сахаром очень люблю. Маша с молочком. Мгм. Вот. Да, ничего кушать и не надо потом. Вообще ничего не лезет. Вообще ничего не лезет. Ага. Ладно, всем, друзья, удачи, всем пока. Добрых всем рассветов. Встречайте и будьте счастливы. Всем пока. Пока-пока. До новых встреч на нашем канале.